Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня хочу предложить вам такую тему для гадания. Гадание будет, кстати, на бывшего. Любит ли он вас? Помнит ли он о вас? Вернется ли он к вам? Если тема актуальна, если хотите о ком-то узнать, посмотреть, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о мужчине, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос, назвав его по имени. Любишь ли ты меня? Помнишь ли ты меня? Вернешься ли ты ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Что у него происходит? Что у него происходит на душе, в жизни? Так, но живете вы разными домами, и, скорее всего, у мужчины уже есть кто-то, да, в его доме, потому что вы вышли у меня со своим интересом. Возможно, вы сейчас одна, либо у вас кто-то есть на примете другой, а он вышел вот именно в семье. И, кстати, это может быть как и мама, так и другая женщина, с кем он может быть в отношениях. Это прям один дом. Так, любит ли он вас? Но ответ на этот вопрос, он достаточно неоднозначный. Он однозначно вас помнит. Помнит, и любовь у него к вам есть. Но эта любовь, она немножечко другого качества и свойства, чем вы думаете. Сложно, да? Смотрите, мужчина вас считает каким-то вот ангелом. Ангелом, человеком просветленным, человеком, который спасает души и дает надежду. Этот мужчина вами очень сильно болел в прошлом, но вы очень с ним разные, вообще разные, как небо и земля, как день и ночь. Вас это очень друг к другу притягивало, но в то же время вот мужчина, он просто сходил с ума, понимаете? Вы переживали внутренне, а он просто сходил с ума. Возможно, он вел себя как-то неадекватно. Там и ревность могла быть, и злость, и даже мог и руки распускать. То есть прям, я не знаю, вы вот настолько сильно зажигали, что он превращался просто уже, не знаю, в зверя какого-то, да, он себя контролировать не мог. Да, есть такие чувства, есть такие эмоции. Он бесился от того, что он не может быть с вами на одном уровне. Он бесился от того, что он не может вас понять. Он, вы для него просто какая-то космическая были, да, и есть, кстати. Вот, это все его очень сильно раздражало, и он к этому... Это как болезнь, да? Это была как болезненная любовь, он очень страдал из-за этого. Вот его любовь, она была больше со знаком страданий, да, чем со знаком счастья. Он страдал из-за вас, ревновал, прям следил, поступал плохо, потом себя же за это наказывал, ругал себя за это. Но вот не мог он объяснить, да, почему я так схожу по ней с ума. Это именно было сходить с ума. Любовь токсичная идет, понимаете, токсичная. Вы не поняли этого человека, понять его было невозможно. Почему он так себя ведет, почему он так проявляется. И вроде как бы все хорошо, да, и я все делаю, я не даю ему никакого повода, а вот он прям бесится, что-то у него внутри происходит. Так, смотрите. У этого человека к вам остались самые наилучшие теплые чувства. Вы ему снитесь, причем вы ему снитесь в самые тяжелые и темные времена его жизни. Как только у него какая-то ситуация на букву «Ж», да, он сразу во сне видит вас. Вот так срабатывает его мозг, что его утешают. Ваш образ его утешает. И знаете, иногда в толпе он как будто бы видит вас, женщин, похожих на вас, по силуэту, по прическе, по запаху, по имени. У него постоянно ассоциации идут вот о вас, о
самых лучших моментах. Он не помнит плохого. Он это себе запретил, он вычеркнул все плохие моменты из памяти. Он помнит лишь только о хорошем. Вы для него ангел. Когда вот, ну там, я не знаю, он думает об ангелах, либо какой-то разговор, либо услышит, он сразу, вот у него ваш образ перед глазами. То есть вот вы для него именно ангел идете. Так. Этот человек, он не забудет вас никогда, он всегда будет помнить о вас, потому что вы его, ну, понимаете, где-то вы его прокачали, да, какую-то его, может быть, карму, какой-то помогли ему кармический узел разрубить, вам не судьба была быть вместе. Вот прям по кармическим канонам вы не пара. Вы друг другу несли в жизнь разрушения и такие достаточно жесткие кармические уроки. Вы их прошли, вы их закрыли. Я вижу, что вы не отпустили, потому что для вас вот прям загадкой осталось, да, что же все-таки произошло на самом деле между нами. Но я скажу вам прямо, вас разлучили, причем разлучили очень жестко. Разлучили вас именно как пару, и это было с разрешения высших сил, потому что вы как пара были очень деструктивная пара. Да, любовь была, да, чувства были, но они были больше разрушительные, чем созидательные. Поэтому, девочки, не расстраивайтесь, не накручивайтесь и не думайте там, что могло бы все случиться, сложиться по-другому. Здесь женщина поработала, конкретно постаралась, и она прям такая, знаете, ну, с головой в это дело ушла, очень сильно она потратилась и очень сильно она постаралась. Она, как знаете, вот даже я скажу так, несколько лет жизни за это дала, своей жизни, своего здоровья она потратила на то, чтобы вас разъединить, разлучить и, ну, добиться своего. Она своего добилась. Счастлива ли она после этого? Нет, не счастлива. Счастлив ли он? Нет, но он стал спокойным. Счастливы ли вы? Ну, или кому-то все равно, да, а у кого-то прям вопрос сидит, и вы до конца не можете пройти эту ситуацию, пока не получите ответ на свой вопрос. На самом деле вы тоже успокоились, и даже больше скажу, вы уже многое понимаете. У вас, кстати, тоже может быть какой-то другой поклонник. По крайней мере, я вижу человека, который вас любит. И ваша, смотрите, половинка, видите, сердце половинка, она еще, ну, скажем так, у кого-то она уже с вами вместе, а у кого-то вот-вот встретится. То есть этот человек, это не ваша половинка, потому что он находится, либо она идет, ну, у него другая половинка идет, да, и возможно, что вот та женщина, которая вас разлучала, она есть его половинка. Причем их общее сердце, оно такое, знаете, с колючками, да, и оно прям такими вот, прям, я не знаю, гнилыми нитками сшито, что ли. Вот там что-то не так, там запах прям есть неприятный. Вот, мои дорогие, да, вас столкнули, вы встретились, вы прожили какую-то жизнь, вы общались, вы страдали, но при этом вы любили. Вы прошли какие-то серьезные кармические испытания. Он свой узел разрубил, вы свой узел разрубили, и теперь вы разошлись и пошли по разным дорожкам жизни. Мужчина не забудет, мужчина к вам очень расположен. Еще раз говорю, это не любовь, это что-то другое, это что-то выше, чем любовь. Это вот как настрой души, не знаю. Но частичка вас у него живет в душе, у него в крови. То есть он вас чувствует. То есть скажи ему, спроси, да, что такое любовь, что такое счастье. И вот у него сразу образ ваш перед глазами. Вот такое состояние. Я не могу подобрать такое земное слово, да, которое бы описало, что это за чувство такое, почему он так вами наполнен, почему он так вами живет и дышит. Да. Знаете, вернется ли он в вашу жизнь? Но честно скажу, у вас будут встречи, может быть даже несколько, может быть 2-3 раза вы встретитесь. Но эти встречи, они будут странными, потому что вы себе представляете, что да, вот мы встретимся, а я ему скажу то, сё, 5, 10. И он тоже себе так представляет. Но когда вы встретитесь, у вас все слова просто пропадут, да, и вы будете друг на друга смотреть, да, и
Вам трудно будет говорить, вам трудно будет общаться, и будет желание поскорее вот там, не знаю, там убежать, спрятаться, прекратить это все. И у вас есть такое ожидание, что сердце будет там безумно биться, и опять же такие эти бабочки, и пятое, десятое. На самом деле, когда вы встретите, вы на друг друга посмотрите и поймете, что, особенно вот вы, девушки, которые смотрят, да, вот вы прям почувствуете, что ой, а я-то ничего особо не чувствую, да, я так распереживалась, а из-за чего, из-за кого я распереживалась. То есть прям такое облегчение почувствуете, да, что ушли эти переживания. Ну а мужчина, он прям будет вами любоваться, он будет стараться вот прям заглядывать вам в глаза, прям рассматривать вас, да, чтобы запечатлеть вот этот образ, запомнить его. И потом, когда у него будут самые темные дни, вспоминать вас и греть свою душу, греть свое сердце. Вот такой момент происходит. Девочки, не расстраивайтесь. Этот мужчина, он был временный в вашей жизни, и он был нужен для определенных задач. Эти задачи вы уже прошли, теперь у вас новая счастливая жизнь. Вы не две половинки, потому что и у него свой партнер идет, и у вас свой партнер идет. Зацикливаться на этом человеке не стоит. Я понимаю, что, может быть, тут несколько девочек смотрят меня очень влюбленные, и вам сложно это слышать, и вы хотите верить в то, что вы судьба друг друга. Но, понимаете, нет. И даже если вы этого человека там притянете к себе, ну все бывает, да, хочется хуже, чем болит. Поверьте, все равно придет время, когда вы встретите своего человека, ну, а он, соответственно, своего. Расстраиваться не стоит, переживать не стоит. Это был учитель. Он был ваш кармический учитель, вы были его кармический учитель. Вы встретились, друг друга поучили, помучили и поучили, и разошлись. Мои милые, ваше счастье, оно впереди. Этот человек не забудет вас никогда, ровно так же, как и вы тоже его не забудете. Знаете, вот что-то необычное произошло в ваших отношениях, что конкретно поменяло ваши жизни и ваши отношения вообще в принципе к жизни и даже где-то к себе. Со временем вы поймете, вот каждая поймет для себя, что же там было такого необычного и почему так все произошло. Не сейчас, время еще ваше не пришло. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.